Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. И мы с вами посмотрим, какая мысль о вас не дает ему покоя, прям мучит его, истязает, да? Посмотрим, все увидим, все узнаем. Загадайте, пожалуйста, на мужчину в вашем сердце, в вашей голове, ну, либо, в принципе, да, мужчина, который вас интересует. И пусть нужная и важная информация о вас, мои хорошие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вот как на мужчину делаешь отсыпки, все время такие знаки идут спорные. Хоть стой, хоть падай. Ну, удивил. Этот мужчина удивил. Ох, да, действительно, есть мысли, она не одна. Это то, что не дает ему покоя. Это то, из-за чего его пробирает просто вот холодный пот. У него трясучка начинается, когда он об этом думает. Он бледнеет, он, знаете, вот как съеживается, вот как спрятаться хочет. Ах, девочки, не спит, аппетит пропадает, когда он про это думает. А думает он в последнее время очень часто. Он скрывает, тот мужчина, которого вы загадали, он скрывает от вас какую-то правду либо о себе, либо о своем прошлом. И ему очень страшно от того, что вы все можете узнать. Потому что если вы узнаете в его представлении, да, если вы узнаете, равно вы его бросаете. А к этому он не готов, он не может этого допустить. Потому что именно сейчас вот он начал осознавать, он начал чувствовать, он начал понимать, что вы женщина всей его жизни. И что таких прекрасных женщин, отродясь, у него в жизни не было, скорее всего, уже не будет. Вот знаете, как говорят, полюбил, да, любовь в себе, ну, в сердце в своем открыл именно к вам. И так ему страшно, что вы все узнаете, и так ему страшно, что конец всему придет. У него есть тайна, секрет, кстати, возможно, и не один. Что касается вас, вы бесподобны, просто бесподобны. Здесь не женщина, а мечта. Редкая жемчужина. Почему-то он вас жемчужиной считает, либо называет, либо сравнивает вас с жемчужиной. Редкой, уникальной красоты, ну вот она, жемчужина, прям переливаетесь всеми цветами радуги. У вас очень хороший характер. Ну, вы умеете быть и заботливой, и любящей. Вы честная, вы справедливая. Вы опекаетесь людьми, опекаетесь, ничего взамен не просите, очень скромны в этом плане. Вы не требуете к себе какого-то повышенного внимания. Вы очень услужливы, ну в хорошем смысле этого слова. И также вы, знаете, вот мне идет, что вы очень много этому мужчине даете. Даете вот в плане энергии, поддержки, там, эмоциональной, психологической поддержки, может быть, даже и финансовой у кого-то отыграется. Ну, либо даете ему какие-то суперсоветы, которые помогают ему там, достигать карьерных вершин, общаться с правильными людьми, избегать неправильных людей, да, избегать ошибок, делать все правильно, честно и хорошо. Он восхищается вашей честностью, хотя иногда вот сам про себя вас ругает за вашу наивность. Почему-то вы ему кажетесь наивной. Может, потому что он вас обманул. Может быть, потому что вы начинали отношения, мужчина не относился к вам серьезно, он просто с вами проводил время, ему казалось, ну, красивая девушка, да, почему бы и нет. Полюбил он вас, вот мне идет, что не так уж и давно. То есть, может быть, там в прошлом месяце, может быть, несколько месяцев назад. Между вами что-то такое вот романтическое было. Как-то он, знаете, посмотрел на вас и понял, что любит только вас. Вот что-то вот в глазах у вас было, как утонул в ваших глазах. Вот что-то ему прям открылось. Открылось, и он прям, да, я люблю, это единственная женщина, которую я люблю.
Вот. По поводу вас еще могу сказать, что, скорее всего, мужчина заблуждается по поводу вашей наивности, да, потому что вы мне не идете наивной. Вы мне идете очень доброй, открытой, ну, никак не наивной. Скорее всего, вы многое замечаете, многое понимаете, просто вы об этом не говорите, да, не хотите там споров, конфликтов, не хотите нагнетать обстановку. А может быть, вы уже знаете все его тайны, да, и просто снисходительно к этому относитесь, а он сейчас мается. Не наивная вы девушка, никак нет. У вас интуиция от Бога. У кого-то вот из вас прям и дар ясновидения присутствует. У вас очень сильные ангелы, защитники, хранители, проводники. Но вас нельзя обманывать, понимаете? Вы все равно правду, прям чувствуете, правду находите. То есть вас можно временно обмануть, да, там какое-то время там вы, может, и не будете знать, но потом вот правда как будто бы вас сама находит. Вот повспоминайте, кто вас обманывал, все равно правда раскрывалась. Вот, вы и сами честный человек, и поэтому правда вас любит, правда всегда к вам выходит. Что бы от вас ни пряталось, ни скрывалось, правда все равно вас находит. Обычно так с честными людьми не происходит. Не наивная, нет. Вы не наивная. Вы этого мужчину уже насквозь видите, давно видите, понимаете, что он из себя представляет, на что он способен, его сильные черты, его слабые черты. Вы уже его изучили, просто вдоль и поперек. И для вас в мужчине уже нет никаких ни секретов, ни загадок. Да, вы его выбрали, не идеальный, но и не самый худший, да. Что-то в нем такое есть, что вас торкает, и вы такая, почему бы и нет, да, этот мужчина мне подходит. Вот. То, что он там такой мелкий мошенник, хитрец, вы это прекрасно видели с самого начала. Возможно, вы хорошо ознакомились с его подноготней, да, с его репутацией, наслышаны о нем, может, справки наводили, может, интуиция вам уже все про него рассказала. То есть очень многие вещи вы знаете, и вы их принимаете. Просто вы ему об этом не говорите, да, чтобы он там сильно не расстраивался. Скорее всего, знаете, что он такой любит покичиться, похвастаться, что дорожит якобы своей этой крутой репутацией. Вы такая, пусть балуется, да, это, баловство такое, так воспринимаете. То есть вы прекрасно видите, что есть в нем и хорошее, и плохое, но хорошего, вот именно для вас там больше. Либо вы понимаете, что я могу с ним справиться, я знаю, что делать, да, с таким мужчиной, на что давить, к чему подталкивать. То есть понимаете, что нормально, все будет нормально. Вот. Еще по поводу вас могу сказать, что вы очень яркая и многим мужчинам желанная. То есть у вас очень много поклонников, явных, тайных, это уже не важно. Мужчины вами интересуются, вы знаете себе цену, вы тоже, скорее всего, уже не раз видели эти взгляды томные в вашу сторону, может, уже ни одного мужика отшили, послали. То есть для вас не проблема найти себе мужчину. Абсолютно не проблема, просто вот вы такая, выбираете, и вот этого мужчину себе выбрали. Красивая женщина, прекрасная женщина, можете себе позволить. Вот. Вижу, что у вас какие-то проблемки сейчас в жизни есть, и вы на них больше отвлекаетесь, чем на мужчину. С мужчиной вы уже прекрасно понимаете, и что вас ждет, и как у вас будет, и когда у вас будет. Вам это видно, вы даже не просто видите, вы чувствуете и знаете. Вот. По поводу его секретов, тут, скорее всего, какое-то бурное прошлое. Либо мужчина, может быть, не совсем как самостоятельным не идет, да? Может быть, в каких-то моментах зависимый от семьи. То есть, может, он вам рассказывал, что я сам себе машину купил, либо жилье приобрел. На самом деле, это семья, родители, грубо говоря, да, либо наследство досталось. Работа хорошая, так это тоже родители устроили, договорились. Вот. Скорее всего, он это все подает, как это он сам добился. Вы знаете, что нет. Догадываетесь, что нет. По поводу бурных прошлых отношений, а с кем не бывает, да? С кем не бывает. Для вас главное, чтобы он, когда с вами вместе, ни с кем с другим параллельно не встречался. Вот это для вас важно.
И также есть девушки, но это не для всех. Тут одна или две девушки, которые вот с мужчиной общаются, но вы знаете, что он женат. А он от вас это скрывает. И вы такая: ничего, я тебя выведу на чистую воду. То есть, возможно, вы понимаете, что да, он не живет с той женой, и как бы давно у них там ничего нет, но вам он не говорит о том, что он женат. Наоборот, он вам рассказывает, что нет, я не женат, как бы у меня все хорошо. И даже, возможно, чистый паспорт показывают, да, потому что он там умненький, поменял в свое время и забыл сказать, что он женат. То есть, понимая, что он уже не живет с той женщиной, вы такая: ну ладно, как бы мы же еще не женимся, поэтому давай поиграем в эту игру. То есть как я вижу, да, вот в песке, что он для вас это просто вот как открытая книга, прочитанная книга. То есть как под стеклом он у вас находится. Вы уже там все про него знаете. Все его сильные и слабые характеристики. Все его там склонности, наклонности, желания, мечты, я не знаю, там аллергические реакции, на что у него идут. Все прям знаете. Что нравится, что не нравится. Вкус, предпочтения. Прям изучили его. Да? Вы изучили. И вы считаете, что он как бы неплохой человек. Да? Не идеальный, но неплохой. Вот. А он же глупенький, он же думает, что он такой вот прям крутой мужик, да, который может скрывать свое прошлое, скрывать там какие-то вещи, свои там недостатки, комплексы. И он прям уверен, что вы не знаете. Но видите как? Вы уже дошли до такой степени отношений, когда либо нужно раскрывать все карты, либо теряться нужно, да. Обычно мужчины как делают? Либо они замуж зовут и раскрывают все свои карты, либо они действительно пропадают. Ему не хочется пропадать из вашей жизни, ему хочется присутствовать в вашей жизни вечно, да, вот всю жизнь с вами вместе прожить. Но и не хочется вот перед вами, как говорится, опозориться, да, чтобы вы о нем правду узнали. Ходит, мучается, почему-то очень боится вас разочаровать. Он не хочет, боится показаться в ваших глазах слабым, нерешительным и беспомощным. Для него это прям позор позорный. И вдруг вы узнаете, это ж все, это конец. Вы же там посмеетесь, бросите. Какие-то такие у него фантазии. Но на самом деле вы, скорее всего, не раз ему говорили, что каждый человек может ошибаться, да, падать и вставать. Главное, чтобы человек оставался приличным, нормальным. И мог искупить свои, да, там, ошибки, исправить свои ошибки. Не раз вы ему говорили, может быть, даже какие-то примеры рассказывали. Может быть, вы даже там, не знаю, кого-то обсуждали вместе, да, чью-то историю взлета и падений. Вот, и он прям очень сильно впечатлился. Но для этого мужчины, получается, самое страшное — это то, что вы в нем разочаруетесь, и то, что вы от него отвернетесь. Почему-то ему вот прям так в голову вошло, что вот если я крутой, то рядом со мной такая шикарная женщина. И если вдруг она во мне разочаруется, то значит она пойдет искать кого-то другого. Кстати, у кого-то еще отыграется, что у мужчины, возможно, есть криминальное прошлое. Да, вот, может, по малолетке где-то там попал. А может быть, уже и более во взрослом возрасте. И для него это как, знаете, клеймо, да, клеймо на всю жизнь. Очень страшно, что вы об этом узнаете. Есть, это все с его прошлым связано. Не знаю, мне кажется, что вам просто нужно с ним как-то сесть, поговорить и объяснить, что вы уже все про него знаете. И, раз вы с ним, значит, вы его сознательно выбираете. И объясните, что то, что было до, как бы не считается, да, окей, я это принимаю, но если вот в настоящем времени ты будешь там меня обманывать, либо совершать какие-то нехорошие поступки, вот тогда действительно ты меня разочаруешь. И, соответственно, рискуешь больше меня никогда не увидеть. Да? Просто обозначьте свою позицию, расставьте все точки над «и». Пусть знает, да, пусть знает, какая вы благородная, хотя он так, наверное, это знает, и понимает, что ему прям нельзя грешить, да, чтобы он прям безгрешных жизнь. Хочет быть с вами, значит, нельзя грешить. Вот так ему и расскажите. Это укрепит ваши взаимоотношения. Я вам говорю, вы сразу вырастете в его глазах. То есть так ему скажите, что не надо мне ничего объяснять, не надо там передо мной оправдываться. Все, что было до меня, как бы это за забором остается. Но то, что вот со мной и сейчас, и в будущем, будь честен, будь благороден,
не подводи меня, да, не разочаровывай меня, иначе потом, ну, будет, конечно, грустненько тебе. У меня-то все хорошо будет, а вот тебе будет грустненько. Не знаю, девочки, он вас любит и очень боится вас потерять. Паникует из-за своих этих прошлых деяний, из-за грехов молодости, скажем так. И ну, вот сразу не сказала, теперь уже и страшно говорить. Да? Может быть, и не нужно вам ничего там в подробностях знать. Просто объясните с ним, и все у вас будет хорошо. Мне вообще идет, что если вы вместе будете, то вы ему над головой корону держите. То есть благодаря вам этот мужчина очень многого может добиться. Ну, как королем стать, да? Королем, вы его коронуете. Король – это хозяин жизни, это удачливый, успешный человек, состоятельный, состоявшийся человек. Все это будет благодаря вам. То есть вы его и настроите, и подготовите, и подтолкнете к правильным решениям. Если для вас смотреть, если вы вместе с ним будете, то мужчина будет носить вас на руках, а вы над его, получается, головы корону будете в этот момент держать. То есть будет вас защищать, обеспечивать, ну и всячески поддерживать вас, да, носить на руках, решать ваши проблемы, там, участвовать в каких-то бытовых вопросах, обеспечивать. Да, это хороший знак на самом деле. В принципе, я вижу вас очень перспективной и замечательной парой. То есть вы действительно друг друга нашли. Вот, просто с ним поговорите, объясните, что все уже как бы и знаете. И не надо бояться своего прошлого, просто не делай больше ошибок. Все у вас будет хорошо. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.